Школьники из Казани и Зеленодольска, объединившись в команду «Мама, не забирай компьютер, нет», придумали настольную игру. Она помогает изучать татарский язык. Участники по очереди должны называть слова, включающие в себя заданный слог. Эта идея у младшей лиги хакатона получила главный приз – сертификат на 45 тысяч рублей. 3 дня здесь были, получается, там первый день, можно сказать, практически его не было, потому что мы там с 5 часов уже вечера пришли и начали делать продукт. Вот. И потихоньку наш проект собирался, и в итоге мы вот сделали хороший MVP. В Татар-Бу хакатон участвовали 29 школьных и студенческих команд из разных регионов страны. Участникам дали 42 часа, чтобы с нуля разработать IT-проект по популяризации татарской культуры или придумать решение, которое поможет в обучении татарскому языку. Соревнования интеллектуалов посвятили татарскому профессору, разработчику искусственного интеллекта Раису Бухараеву. Он работал в КФУ и создал прообраз IT-лаборатории, автор более 130 научных работ в этой сфере. Разработки нашего земляка легли в основу создания лингвистического процессора. В свое время он уже тогда создавал лабораторию искусственного интеллекта, и мы даже говорили, что ты там придумал, искусственный интеллект, как своего интеллекта не хватает, что ли. Но он вперед смотрел уже, и по его стопам его последователи проводят работу. Уже нынешние последователи Бухараева на хакатоне придумали приложение, которое на видео с татарской речью автоматически накладывает русские субтитры. Еще появилась игра «Гонки», где по ходу можно изучить татарский. Эти и другие проекты оценивало жюри во главе с сотрудниками Академии наук Татарстана. Татар-Бу хакатон – это как раз площадка, где предоставляется возможность реализовать участникам проекты для татарского языка, то есть IT-решения, IT-сервисы именно для татарского языка. Если сегодня мы говорим о том, что важно, чтобы татарский язык жил, он должен жить как в технологиях, так и у молодежи. Среди студентов победителем стала команда «Книту КАИ». Они разработали портал для интерактивного изучения татарского языка. Главная особенность – чат-бот, с которым можно поговорить на любую тему. Проект получил приз – 70 тысяч рублей. Перед нами была задача, нужно было сделать образовательную платформу для популяризации татарского языка. Мы сделали платформу, версию для телефонов, для компьютера, на ней был функционал. Победители и призеры хакатона смогут пройти стажировку в Академии наук. Также команды будут презентовать свои проекты на форуме «Казань Digital Week», который должен состояться в сентябре. Ради Фархулин, Дмитрий Аринин, Эльдар Софиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.